в пресс-клубе «Арсмира» генеральный прокурор Алексей Кумфович Ломи. Мы его пригласили так, как вчера в парламенте его должность была утверждена, вернее, он был утвержден на должность генерального прокурора. И вот первая пресс-конференция с нами. Мы надеемся, что Алексей Кумфович нам расскажет о том, как он собирается реформировать систему, об этом говорил вчера на парламенте, и о кадровой встряске. Это слово он тоже произнес. Давайте мы ему дадим немного времени, он нам расскажет, а потом мы зададим ему вопросы, если вы не против. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Как вы, наверное, видели, да, вчера была сессия Народного собрания, на котором утвердили мою кандидатуру в должности генерального прокурора. Что бы я хотел сказать? Задачи, которые ставит сегодня общество перед этой структурой, архисложные. Те методы и способы, которые были раньше, наверное, они уже не востребованы. Да, сейчас будет нужен другой, наверное, подход. И, наверное, поэтому этот пост был доверен мне. Наверное, потому что я сторонник более решительных мер. Мне кажется, что время осторожничать уже позади. Если есть какие-то обоснованные предположения и материалы о том, что человек взорвался и нарушает закон, он должен быть привлечен к ответственности. Причем он должен быть привлечен к ответственности реальной. Мы, скажем так, церемониться не будем. Еще раз говорю, что это вчерашний день. Наверное, чаша терпения переполнилась. Уже пора бы знать, как может так происходить, что люди вдруг в одночасье, да, становятся воришами, да, становятся очень богатыми людьми. И почему вдруг за это их никто не преследует? Я думаю, что на сегодняшний день политическая воля руководства поставлена таким образом, что в этих вопросах будут, наверное, самые кардинальные, как никогда, меры. Я думаю, что та структура, которую мне доверили возглавить, она будет приведена в соответствие с этими требованиями. Для этого, конечно, придется немножко провести перегруппировку сил. Она связана будет с чем? Сейчас конкретные какие-то алгоритмы и формулы, каким образом будет проведена реформа, я не буду спешить говорить, но скорее всего вся фишка будет в том, что от самого начала, да, зарождения материала и до его прохождения в суд будут определены конкретные подразделения и конкретные люди, которые будут на каждом этапе нести полную ответственность за полноту, объективность тех материалов, которые они представляют. И если эти материалы будут достаточны для того, чтобы возбудить уголовное дело, то это непременно будет сделано. И со своей стороны будет определен надлежащий контроль за тем, чтобы эти материалы были всесторонними, и чтобы они соответствовали всем реалиям, и чтобы они были достаточными для того, чтобы в суде они не сломались. И в стадии, судебного расследования мы будем обвинение, естественно, поддерживать.
и там тоже будем по-своему отвоевывать, да, скажем так, свои материалы, которые мы передаем. Вот. Я бы не хотел зацикливаться на том, что то есть прокуратура будет у нас такой, именно только там карающей какой-то структурой, совсем не так. То есть функции Генеральной прокуратуры очень разветвленные, их очень много, и я думаю, что их надо просто правильно использовать и задействовать. Одну из главных задач, которую я буду ставить перед своими коллегами, это координация деятельности правоохранительного блока. В правоохранительный блок у нас входит МВД, СГБ, таможня, ну и, соответственно, прокуратура. На сегодняшний день криминализация общества и государства достигла каких-то угрожающих, я бы сказал, размеров, да, и нужно предпринимать очень адекватные меры, да, чтобы предотвратить дальнейшее скатывание. Для этого нужно, чтобы во главе всего правоохранительного органа блока обязательно была одна структура. По действующему законодательству эта роль отведена именно Генеральной прокуратуре. Ну, наверное, значит, в моем лице, да, мы будем безотлагательно проводить мероприятия. Как они будут происходить, это время покажет, но это, наверное, на первых этапах это будут совещания, на которых мы изложим друг другу свое видение и понимание текущего момента и, соответственно, будем делать определенные выводы, анализировать ситуацию, делать наметки и предпринимать конкретные реальные шаги. То есть нам не нужны лозунги, нам нужны будут реальные дела. И причем у каждой структуры будет свое определенное место в выполнении этих задач. Слава Богу, функций и полномочий хватает у всех. Потенциала человеческого, людского тоже хватает у всех. Нам нужно будет просто организовать и направить вот эту всю силу и, скажем так, переломить ситуацию и побороть криминогенную обстановку. Этого требует от нас время, этого требует от нас народ, и мы обязательно к этому придем. Вот эти вот лозунги, которые звучали во время предвыборной кампании, о том, что мы ждем перемен, они будут, обязательно будут, и в том числе и в Генеральной прокуратуре. Одной из перемен, конечно же, будет снятие завесы. Мы будем действовать очень гласно, мы готовы быть открытыми, мы без проблем будем проводить пресс-конференции. У меня сегодня состоялась встреча с коллективом, мы провели большой обстоятельный разговор. Вот, я думаю, что меня поняли. Человек, который не хочет общаться с прессой, да, в тех дозволенных рамках, которые есть, ну просто ему, наверное, придется тогда искать другое место работы. Что касается реформы, я уже объяснил, да, что вот именно она будет связана с тем, что может быть какие-то нагромождения структур, которые там существуют, может быть мы пересмотрим, перенаправим. Сократятся какие-то отделы? Ну, я еще раз говорю, я вот какой-то конкретикой сейчас бы не хотел заниматься, но скорее всего так. Знаете, что отрадно, среди самих сотрудников прокуратуры тоже есть такое пожелание. То есть они тоже сами видят, у них у самих есть мысли определенные, мы все коллегиально сядем. Вот я не претендую на роль какого-то суперпрофессионала в этой области, я не претендую на роль какого-то корифея юридической науки, но
но при всем при этом, скажем так, мне никогда не будет стыдно посоветоваться с коллегами, в чем-то взять от них дельную мысль, вот, сфокусировать их усилия в каком-то определенном направлении и всем вместе прийти к какому-то общему знаменателю. Я думаю, это будет правильно и хорошо. Что касается кадровой встряски, да, я еще вот не сказал, да, что имелось в виду, когда я об этом сказал. Не так много сотрудников Генеральной прокуратуры, да, их всего-то 125 человек получается. Я думаю, что нет, по всей Абхазии, да. Я думаю, что я найду время и возможности лицом к лицу пообщаться с каждым в отдельности сотрудником. Это будут какого-то рода тестирования на общую эрудицию, на профессиональную эрудицию, на грамотность, на то, как человек излагает свою мысль. Я очень большое значение придаю тому, как человек излагает свою мысль. Тем более, будучи прокурором или следователем, да, это архиважно. Я сторонник того, что человек, я по себе это знаю, когда вот я работал в должности начальника УБЭП, это в общей сложности это было почти 9 лет. Это где-то с 2003 года по 2011 год. Честно вам скажу, Ломи Алексей, начальник УБЭП образца 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года, это один человек. Дальше это был уже другой человек. Конечно, тут роль сыграла и сама система, которая была. Но тут еще речь и о другом, что когда человек засиживается слишком в одной и той же должности, то он просто, скажем так, прирастает, да, он корни пускает, и у него появляется некий ореол незаменимости, да, вот ему кажется, что вот я, да только я, и только я могу здесь быть, вот, а это неправильно, да, будет. Не обязательно это будет выглядеть так, что кого-то мы там уволим. Кого-то мы, естественно, и уволим тоже. Но, может быть, мы будем проводить ротацию, да, то есть с одной должности переводить человека на другого. Пусть он на новом поприще по-новому будет показывать и доказывать, что коэффициент полезного действия от него такой, что он нужен прокуратуре и он будет работать. Большое внимание и предпочтение будем отдавать молодым, грамотным ребятам, которые там есть. Вот. Те, которые, скажем так, безнадежные, к сожалению, да, с ними придется, наверное, распрощаться. Потому что за определенный промежуток времени можно понять, вырастет из человека юрист и прокурор или нет. Слава Богу, у нас в нашей республике полно работы, да, найдут себе место. Вот, с такими безнадежными мы, конечно, будем прощаться. Ну, невозможно, скажем так. Запрос на нашу хорошую, эффективную работу такой, что у меня не будет времени раскачиваться и, скажем так, заниматься ликбезом. Кто докажет мне, что он полезен, что он принесет хорошую пользу и отдача от него будет такой, что мы с ним, конечно, будем работать, мы ему будем помогать. Вопросы? Да, давай. Нашумевшие дела, которые висят на прокуратуре, как то смерть там Илариона Аргун, вот недавняя гибель курсанта школы милиции, вот такие громкие преступления, которые на слухе. Как есть ли у нас надежда узнать, как двигается расследование, какие результаты уже есть? Спасибо. Ну, тогда мне надо было, наверное, с собой пригласить кого-то, но еще раз говорю, да, вот так детально отвечать я сейчас не возьмусь. Единственное, что я скажу, наверное, вы предполагаете, да, что прежде чем мне предложили эту должность, то был определенные какие-то задачи, цели ставились, да, вот что бы хотело руководство страны от меня видеть, да. Хочу развеять
вот эти мифы о том, что я пришел туда, чтобы поломать и спрятать под ковер куда-нибудь какие-то дела. И свести на нет какие-то усилия, которые уже были сделаны там до меня. Абсолютно нет таких задач. Значит, все уголовные дела, которые уже нашли свое логическое продолжение, и они находятся на сегодняшний день в суде, они будут доведены до логического конца. Все дела, которые находятся у нас сегодня в производстве, то же самое, они найдут обязательно свое логическое завершение. Много слышу, что там часть каких-то дел там хотят вернуть к нам. Вернут, пожалуйста, если в соответствии с действующим законодательством, будем еще раз расследовать, еще раз смотреть и еще раз смотреть, что в них есть на самом деле. Если мы увидим рациональное какое-то зерно и что есть, будет конечный результат, конечно, мы будем доводить эти дела до конца. Вот. А такие дела, как вы назвали, да, касаемо, это будет, эти дела будут на самом жестком и моем личном контроле. Да, то есть у меня здесь это уже, как говорится, дело принципа. Да, и обязательно мы их будем доводить до самого предела. Аулапахо, а прокурор хада, наске аулапахо и физасер церцергуй тому, усу рашпову бряганаха. Итабу, сара и шиздаруала, я вянес какара аулапахо ему прокурор хада. Уи зинзарский матюб, сара излейла сказала, псна хада, сара и сейфет, бри ашип нчанза, убри хацбыроб, убри алафахо яцахцароб, сара сгванала, убри алафахо, а прокурор, расследователь, да, убарт узва, я вижу баныски цаны адзан, у сакумзар, ацартыша коргот, уизиги ахдырует. Какой временной отрезок вы сами ставите перед собой, через какое время, по-вашему, будут видны результаты вашей работы? Понял. Значит, вот за те 2 дня, там, которые мне уже пришлось услышать какие-то проблемные моменты, я бы не хотел их, конечно, сейчас пока озвучивать. Вот когда я для себя услышу ответ на один из вопросов, да, который сам перед собой я поставил, да, то есть нам надо определиться, чего мы хотим. Вот. Я, знаете, как хочу взяться и поставить перед собой планку. Я думаю, что мы в состоянии, и это вполне реально, да, где-нибудь ближе к Новому году, да, показать вам, что мы выявили нарушения, да, в области, скорее всего, это будет строительство, и цифры будут как минимум 9-значные. Вот такую планку я сам перед собой поставил. С кем именно это будет связано, не буду говорить. Эти все фамилии и лица, они вам понятны и известны. Вот. Но этих людей мы будем призывать к ответу. Потому что эти деньги, которые поступили в Абхазию, они поступили на развитие нашей Родины, а не на развитие его материального благосостояния. Я четко это понимаю. Вот. Никакой, скажем так, зависти и мести в этом не будет. Это будет хладнокровная, да, работа, которая просто приведет к такому результату. Если как только эти цифры начнут приобретать 1-0 за другим, уверяю вас, что у меня решимости, злости и
терпения, да, и хватит на то, чтобы собрать такой материал, да, что этому человеку придется время проводить не с нами здесь, да, здесь есть у нас определенные места, которые они в том числе ремонтировали. И как они ремонтировали, да, мы это все тоже покажем и обнажим. Я сейчас говорю о Дранском СИЗО. Туда вбухали, не побоюсь этого слова, больше 100 миллионов рублей. Вот. А что они реально сделали, мы скоро покажем. Это будет видно. И как они с нами себя вели, как они разговаривали, это все история. Вот. Я еще раз прошу не понимать того, что я там кому-то там мстить собираюсь. У меня ничего нет, у меня никаких личных дел ни с кем нет. Я просто хочу, чтобы люди объяснили, что и как происходит. Вот. А планка у меня вот именно такая. Вот. И если мы достигнем, то я буду считать, что я не напрасно пришел в эту структуру. Вот. И будем мы показывать именно такие цифры. Это не обязательно будет присвоение. Да, я вот сразу хочу оговориться. Здесь есть еще и масса других статей в Уголовном кодексе. Это есть нецелевое расходование средств. Да. Это есть злоупотребление. Да, то есть, не знаю, вот будем, пусть объяснят, насколько целесообразно было тратить такие огромные деньги на строительство стадиона. Кто принимал это решение? Зачем, с кем советовался? Зачем нужно было тратить такие огромные деньги на то, чтобы выровнять Кривой дом по Шир-Вашидзе? По самым зашкаливающим меркам, да, 120 миллионов надо, чтобы построить новое здание. Зачем нужно было 500 миллиарда тратить на то, чтобы его выровнять? Вот у меня очень много вопросов, да, на которые я постараюсь для себя получить ответ. А когда я получу для себя, это обязательно выльется во что-нибудь серьезное. Как оно будет выглядеть, мы просто наберемся терпения и будем. Да. Вот и от наших сотрудников зависит как раз, насколько они готовы к этому, чтобы вот так встать рядом со мной и взять вот эту планку. Я специально озвучиваю эту цифру. Я надеюсь, что они тоже смотрят сейчас эту пресс-конференцию, сейчас или когда она будет показана. И пусть они тоже подумают об этом. Может быть, завтра ко мне придут там 20 человек с заявлениями и скажут, мы не готовы к такому. Не вопрос, как говорится, найдем более решительных людей. Вот. Но я думаю, что такие люди там есть, им нужна просто, как говорится, решимость, воля и поддержка. Да. Вот, поддержка, причем эту поддержку я уже получил от руководства страны. И очень надеюсь, что и народ с нами. Народ тоже хочет этого. Я думаю, у народа это будет востребовано. Нам неизвестно, закончилось дело по Ворчальской эпидемии. Естественно, вы сегодня, придя в Генпрокуратуру, у вас, наверное, нету достаточной информации по этому делу. И хотелось бы вообще пожелать такое, чтобы наше общество услышало вообще, в чем дело, и наказаны ли те люди, которые... По чьей вине это произошло? Я понял, да. Да, хорошо, я понял вас. Обязательно это будет один из, скажем так, главных вопросов, которые мы в первую очередь будем поднимать. Алексей Кумфович, скажите, пожалуйста, а кем назначен исполняющий обязанности прокурора Зураб Агумама, если вам известно? Кем назначен? Да, и сюда не перевели. Смотрите, значит, после того, как Сафарбей Тарасович написал заявление и ушел со своей должности, исполняющий обязанности президента Агдагда Гамба назначил его исполняющим обязанности прокурора, и он исполнял эти обязанности до 7 октября. Вот. На сегодняшний день он будет работать там, где он работал до этого. Военным прокурором, да. Он еще и является заместителем. Вот скажите,
скажите, все дороги, связанные с выращиванием наркотических всяких вот растений и незаконный оборот наркотиков, связан с Цибильдой. Даже последнее нашумевшее дело убийства курсанта тоже связано с Цибильдой. Это уже длится на протяжении многих лет. Вот как вы собираетесь решить этот вопрос или, не знаю, да, вот когда... Вот я как раз о чем и говорил, да, вот мы, скажем так, упустили, да, что законом предусмотрено за прокуратурой это такие полномочия, как координация действий. Какая больнее может быть тема, чем наркотики для Абхазии. Да, и обязательно одна из тем координационного совета, да, который мы соберем, да, все правоохранительные структуры, обязательно будет, причем это будет совсем в ближайшем будущем. Я, скажем так, ничего секретного вам не скажу, я планирую провести эти совещания таким образом. Мы будем ездить по районам, мы, значит, соберем всех, да, всех, и это будет и министр внутренних дел, это председатель службы безопасности, председатель Государственного таможенного комитета, мы будем ездить прямо по районам и на местах проводить, встречаться с активом, встречаться с населением, и там будем слушать, что нам говорят. Ну и, соответственно, одна из тем, когда мы попадем в Гулиевский район, мы, конечно, будем это поднимать. Это не только там, скажем так, слишком нарочито эта информация идет из Гагарского района, слишком нарочито эта информация идет из Гудаутского района. Человек, который исполнял обязанности генерального прокурора, речь идет о Зурабе Агума, у него авторитет не проворовавшегося прокурора. Это стоит дорогого, правильно? Вот понимаете ли, как вы думаете, вообще вы будете говорить на тему, кто такой прокурор и вообще чему он призван служить? К великому сожалению, у нас общество маленькое, и мы не знаем других примеров. Я не могу сказать, что все там взяточники, но тем не менее, чтобы общество говорило, вот этот человек принципиальный. Вот у нас мало таких примеров. Честный. Честный означает не берет взяток и работает по букве закона. Вы вообще будете вести беседу на эту тему? Хотя они уже должны это знать. Общество говорит. Да, я понял. Сегодня, когда мы начинали нашу встречу с коллективом, Зураб Михайлович сидел по левую руку от меня, да, и после того, как я поздоровался, первое, что я сказал, что я хочу снять все кривотолки в обществе. Вот этот человек, сказал, который сидит у меня по левую руку, это человек, один из самых порядочных, которых я знал вообще по жизни, один из самых ответственных людей, да, в этой структуре. Никакого антагонизма у меня с ним нет. Он не стал генеральным прокурором не потому, что я перехватил его должность, а просто потому, что он сам этого не захотел. И он человек абсолютно искренний, никаких кривых задних мыслей у него нет, и если что-то у него есть, он говорит в лицо. И потом у нас была с ним прямая беседа, и он открытым текстом сказал, что никаких вопросов тут быть не может. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, то есть не было у меня такой цели и задачи, да, там пробежать и что-то место занять. Да, просто потому, что я просто хотел бы на этом тоже остановиться. Я вижу, да, просто нарастает какая-то там такая нехорошая масса, да, которую нужно снять. Вот. Что касается другого, да, я дал такой посыл и сказал, ребята, те цели и задачи, которые ставят перед нами сегодня руководство и народ, никак не совместимы с тем, что было вчера. Те связи, сложные связи, если они у вас и были, то, пожалуйста, их обрежьте. Если не срежете, то, как говорится, будете отвечать потом по всей строгости закона. И причем я сказал, что совсем не обязательно, что мы будем ограничиваться только тем, что просто будем увольнять человека.
может быть, закончится все намного сложнее. Потому что я, скажем так, немножко больше информирован, да, будет очень серьезная работа в этом плане вестись, будет проводиться определенная оперативная работа. Если кого-то вдруг потом на факте поймают, то пусть пеняет на себя, как говорится. Мне никакие сложные связи не нужны, не собираюсь ни с кем сотрудничать в такого рода делах. Вот. Если кто-то это не понял, это его проблемы, как говорится, но я думаю, что мы друг друга поняли. Со своей стороны я пообещал, что я буду просто лбом расшибусь, как говорится, но постараюсь сделать так, чтобы с Нового года у людей были достойные зарплаты, чтобы им было чем дорожить и на что жить. А сидеть, копаться над уголовным делом там, до часу ночи, а завтра не знать, чем накормить ребенка, это неправильно. Это неправильно. Наше общество, наше государство, да, при всех экономических сложностях и проблемах должно найти возможности, чтобы накормить, да, так, грубо говоря, вот этих 120 человек, но зато потом какой будет конечный результат, мы все должны будем и увидим. Можно я тоже вопрос задам? Паспортные дела, да? Мы все прекрасно видели, за руки пойманы, коррупционная составляющая очень серьезная. Меня интересует, как будут дальше развиваться эти дела. То есть мы забудем о том, что паспорта раздавались, и, в общем-то, большей частью это раздавались за деньги. Политическая составляющая тоже была, но все-таки больше коррупционная. Я понял вас. Так, я бы хотел, и скорее всего, сориентирую личный состав прокуратуры на то, чтобы подойти к этому вопросу более глобально. Я бы не хотел замыкаться на каких-то начальниках паспортных столов, да, которые там работали на местах. Там более масштабные дела. Вот, я думаю, что полномочия генерального прокурора позволят залезть в более масштабные вещи. Да? Позвольте мне не называть сегодня какие, вот, но я еще раз говорю, простая русская пословица: рыба гниет с головы. Если мы уйдем в детали сегодня, да, то точно такую же ответственность должен понести и я, да, потому что я курировал паспортную службу. Вот. Но почему и как это происходило, дайте мне время, я попытаюсь потом преподнести вам уже в удобоваримом виде. Понимаете, если я сейчас просто это озвучу, это то будет... с результатами. Уже с результатами, да, и когда я буду говорить, что зло исходило от этого человека конкретно, и все пошло потом ниже и дальше. Антикоррупционные, да, вот такие меры. Во многих странах прописано, что вот несоответствие материального положения чиновника и его зарплаты, это уже вполне достаточно просматривать, проявить к нему интерес. Вот насколько сегодня правоохранительные органы Абхазии к этому готовы, в частности прокуратура, и будете ли вы проявлять интерес к своим сотрудникам прокуратуры, у которых маленькая зарплата и большие, скажем так, дома и автомобили? Я понял. Я вот сейчас слышу, что в интернет-сообществе, да, в прессе муссируется слух о том, что нужно создать некий антикоррупционный комитет. Честно вам скажу, с большим скепсисом к этому отношусь. Я считаю, что те структуры, которые уже есть сегодня, их просто надо правильно заставить работать. И создавать какое-то нагромождение структур одной над другой, да, вот, давайте создадим антикоррупционную. А вдруг они тоже берут деньги, давайте над ними еще кого-то. И это просто до безумства можно дойти. Поэтому я считаю, что и в милиции есть служба собственной безопасности, и в СГБ есть служба собственной безопасности, и в таможне есть. Что стоит просто правильно поставить работу.
И причем это все делать, скажем так, в тандеме с прокуратурой той же самой. Вот. И плюс к тому, то, что вы сказали, да, конечно, надо внимательно будет присмотреться. То, что вы сказали, да, я когда буду биографии просматривать, я, конечно, буду смотреть и на это в том числе. Да, то есть, ну, что делать? Таковы реалии нашего общества, да. Но смотреть, конечно, мы на это будем. Я еще говорю, кто потерял чувство реальности, ему будет сложно. Сегодня первая пресс-конференция Алексея Ломия в качестве генерального прокурора. Я думаю, эта традиция, как нам пообещал генеральный прокурор, будет продолжена. Нам пообещали гласность. И вот мы будем часто приглашать Алексея Кумфовича на гости. Спасибо большое. Всегда ваш. До свидания.